Бог благословит, спаси Господи. Вы задаете вопрос о том, что в утренних молитвах вы читаете такие слова, что презираешь и на смиренные молитвы всем сердцем призывающих Тебя. И здесь речь, вы понимаете, идет о Господе Иисусе Христе. И вот вы задаете вопрос, разве может Господь Иисус Христос презирать на смиренные молитвы людей, которые обращаются к Нему? То есть вы поняли это слово презирать от слова презрение через букву Е, которая пишется. То есть вы из этих молитв делаете вывод, что в молитве говорится, что Господь с презрением относится к молитвам и людей, смиренно призывающих Его, и не обращает на них внимания. Конечно же, вы неправильно поняли, в русском языке есть два слова. Есть слово презрение через букву Е, которая пишется, и есть, которая обозначает смысл этого слова, что действительно с презрением человек отвращается, не хочет тот, кто с презрением относится, слушать или по-доброму относиться к кому-то, презрение. И есть слово презрение через букву И. Вот обратите внимание, что в молитвословии слово именно презрение, а не слово презрение через Е. А вот слово, которое пишется через букву И, презрение, обозначает, что значение этого слова, что презирать, то есть присматривать, смотреть, слушать и относиться хорошо. Еще есть такое словосочетание в старом русском языке и в современном часто встречается и в церковном употреблении «дом презрения», то есть где презирают, присматривают за людьми. Поэтому, конечно же, Господь презирает со смирением к Нему обращающихся людей, то есть присматривает, заботится о них и внимает их смиренным молением. И, конечно же, надо стараться в наше время современное побольше читать книг, особенно книг духовного содержания. Когда человек читает книги, он запоминает те слова, которые там встречаются, он развивается и познает грамматику своего родного русского языка. Надо стараться учить свой родной русский язык, читать побольше книг, и тогда действительно мы будем понимать правильно то, что читаем в книгах, а никак не впадать в смущение или в соблазн. Помоги, Господи, чтобы вы побольше читали духовных книг и старались правильно понимать все места, которые вам встречаются в молитвах или в писаниях святых отцов. И если же встречается какое-то смущение, надо понимать, что не потому, что там что-то неправильно написано у святых отцов или в молитвах, там все правильно, потому что святоотеческое предание и предание Святой Церкви – это есть истина, это есть Слово Божие, а Бог никогда не ошибается. Если встречается смущение, то это значит, что вы чего-то неправильно понимаете, чего-то не хватает, каких-то у вас познаний, чтобы понять правильно. Старайтесь правильно все познавать, старайтесь, если встречается смущение, тут же идти за разрешением этого смущения к тому, кто, может быть, лучше, больше понимает в духовных писаниях, кто имеет больше духовный опыт. Помоги вам, Господи, да не смущается сердце ваше, да не соблазняется, и да получаете ответы на все ваши вопросы в духовной жизни, чтобы у вас в душе и сердце был свет, и не было никакой тьмы, и была благодать, радость, любовь и спасение здесь и вечности со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь.